Мы живем в мире, в котором все сейчас не так. Мусульмане в 21 веке взяли таких людей, как Тупак, таких людей, как Notorious B.I.G., как Доктор Дре или как Snoop Dogg, таких людей, как 50 Центов или Баста Раймс, как образец для подражания. В то время, когда у них есть самый лучший образец для подражания, который когда-либо ходил по этой земле, Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Вспомните битву при Бадре, братья. Мусульман всего 313, тогда как язычников 1000. Они одержали победу, а кафиры были разбиты. Вспомните битву при Ухуде. Мусульман всего 700, неверующих же 3000. И вновь командовал армией Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Они одержали победу, а кафиры были разбиты. Вспомните битву Аль-Ахзаб. Мусульман было 2000, кафиров 24 000. И вновь командовал армией Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Они одержали победу, а кафиры были разбиты. Вспомните битву при Табуке. Мусульман 30 000, неверующих несколько сотен тысяч. И вновь командовал армией Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Когда неверующие узнавали, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, со своей армией направлялся к ним, это заставляло их рассеиваться, разворачиваться и спасаться бегством. И помни, мы всегда будем стоять у границы мудрости и отчужденности. Вот лучший пример для подражания, за которым только можно следовать. Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Хвала Аллаху! Хвала Аллаху, Господу миров! И благой конец за богобоязненными! Мир и благословение нашему Господину и любимому пророку Мухаммаду, а также его семье, всем его сподвижникам и всем, кто последовал за ними в благодеянии вплоть до судного дня. А затем, уважаемые братья и сестры, мир вам, милость Аллаха и Его благословение. После того, как мы воздали хвалу Аллаху Всевышнему, и после просьбы мира и благословения для благородного пророка, да благословит его Аллах и приветствует, мне хотелось бы начать с благодарности Аль-Кадар Медиа за предоставленную мне возможность выпустить лекцию с помощью Аллаха, а его посланники, да благословит его Аллах и приветствует. И я прошу всемогущего Аллаха, чтобы Он принял мои усилия и помог донести это послание. И я прошу всемогущего Аллаха, чтобы Он принял усилия и наставил на путь ислама всех тех, кто услышит данное послание. О, братья и сестры, если вы помните, что было поколение больше 1400 лет назад, это было поколение Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. И, иншаллах, хотелось бы немного напомнить. Хадис, который приводится в Сахихе имама Бухари, о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Самое лучшее поколение — это мое поколение. Затем следующие за ним, затем следующие за ним». Кто это были? Это были сподвижники Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Такие как Абу Бакр, как Умар ибн Хаттаб, как Усман ибн Аффан, как Али ибн Абу Талиб, такие как Аль-Хасан, такие как Аль-Хусейн, такие как Абдулла ибн Аббас, такие как Анас ибн Малик. И это всего лишь малая их часть. Когда они были живы, не спосылались аяты Корана, в которых Всевышний Аллах говорил: «Скажи, если ваши отцы
ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретенное вами имущество, торговля, застоя, в которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах и Его посланник, и борьба на Его пути, то ждите, пока Аллах не придет со своим велением. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей. Когда они были живы, не спосылались аяты Корана, в которых Всевышний Аллах говорил: «О люди! Если вы любите Аллаха, то следуйте посланнику Аллаха, тогда полюбит вас Аллах и простит вам ваши грехи». Когда они были живы, не спосылались аяты Корана, в которых Всевышний Аллах говорил: «О вы те, которые уверовали, следуйте Аллаху и следуйте Его посланнику и тем, кто обладает властью среди вас». Они понимали, что есть только один пример для подражания, и это был Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Их недоброжелатели преследовали, их убивали, их пытали, их выгоняли с их земель, им объявляли бойкоты, их матерей убивали на их глазах, их детей убивали на их глазах. Но несмотря на это, они понимали, что это единственный путь в рай, и следовали Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Поэтому они были избраны самой лучшей общиной из человеческого рода, которым было предписано приказывать одобряемое и удерживать от порицаемого. Они понимали, что если их предки, их отцы и их братья, их сестры, семья и дети, торговля, их бизнес, их дома или их жилища, они понимали, что если что-нибудь из этого будет дороже, чем Аллах и Его посланник, то Аллах подвергнет их наказанию. У них был один пример для подражания. Один человек, которому они старались подражать. Только один пример для подражания и исследования. И это был посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Но сегодня мы противоположны им. Многие мусульмане 21 века берут себе примером для подражания таких людей, как Тупак, как Нотариус B.I.G., как Jay-Z, как 50 центов, как Роналдо, Рональдиньо, Ривалдо, таких людей, как Бейонсе, Джей Ло, Леди Гага. Это их примеры для подражания. Или еще хуже того, торговцев наркотиками. Они взяли их себе примерами для подражания. Почему? Потому что они думают, что они, эти парни, эти гангстеры, которые владеют машинами, такие как Q7 или R8, как BMW или Bentley, или Ferrari, они полагают, что эти торговцы наркотиками, что эти гангстеры являются успешными в жизни. Но что делают эти люди? И что знают другие люди о бандитах и их преступлениях? Преступники были и до нас, но они были схвачены Всевышним Аллахом. И Всевышний Аллах уничтожил их, таких как Карун. Он был преступником, и Всевышний Аллах схватил его. Всемогущий Аллах схватил его. Земля раскрылась и забрала его. Вот что случилось с этим преступником. Так же, как фараон. Это еще один преступник, которого всемогущий Аллах возненавидел. Всевышний Аллах возненавидел его. И всемогущий Аллах схватил его. Открылись океаны. И затем обрушились на него. И до сих пор он лежит в турецком музее как знамение для людей. Почему? Потому что всемогущий Аллах сказал: мы оставим его тело так, до наступления судного дня, так, чтобы человеческий род засвидетельствовал. Такие, как, например, народ Ад. Они также были преступниками. И всемогущий Аллах также возненавидел этих людей. И всемогущий Аллах схватил их. Всемогущий Аллах послал сильный ветер и уничтожил их. Таким, как Нимруд.
Он тоже преступник. И мы сейчас не приводим их в пример, как каких-то преступников из подворотни, как каких-то преступников из неблагоприятных районов города. Нимруд был одним из тех, кого также возненавидел Всевышний Аллах и возненавидел его дела. Всемогущий Аллах послал к нему маленького комара, который залетел ему в нос и пил его кровь до тех пор, пока не вырос до размеров маленькой птички, и тем самым убил его. Он умер как собака. И если ты хочешь умереть от пули, ты действительно умрешь от пули. Послушай, в истории были праведные люди, такие как Харун ар-Рашид и Муаттасим. Харун ар-Рашид был повелителем правоверных в свое время. Правитель римлян написал ему письмо, в котором он говорил Харуну ар-Рашиду, что больше не будет платить джизью. Харун ар-Рашид ответил на это письмо следующим образом: «С именем Аллаха, милостивого и милосердного, от повелителя правоверных Харуна ар-Рашида, римской собаки, я получил твое письмо, о сын кафира. И запомни об одной вещи. Ты не услышишь мой ответ. Ты увидишь мой ответ. И была послана армия. И этот кафир был пойман и брошен к ногам Харуна ар-Рашида. И он на самом деле был праведным человеком, таким как Муаттасим. В один из дней одна из мусульманок была схвачена и брошена в тюрьму. Подвергалась пыткам и избиениям со стороны кафиров. И в один из таких моментов она закричала: «О Муаттасим, где же ты? О Муаттасим, где ты?» Когда она это сказала, эти кафиры засмеялись и сказали: «Ну да, как же, придет твой Муаттасим. Он, наверное, прискачет на черном или белом коне и спасет тебя». Но эта новость дошла до Муаттасима, и он купил более 17 тысяч белых и черных лошадей. 17 тысяч! И сам лично командовал армией. Армия была послана в их земли. И после того, как вражеская армия была разбита, Муаттасим был там. Муаттасим сам лично. И эти люди были отданы ему. Мусульманка была освобождена из плена. И Муаттасим сказал ей: «Вот Муаттасим пришел к этим кафирам на черных и белых лошадях, чтобы спасти тебя. Вот кого мы называем настоящими мужчинами. И когда ты дойдешь до их уровня, только тогда ты можешь что-то говорить. В противном случае максимум, на что ты способен, это одеть свои побрякушки и, вернувшись домой, есть и спать». Сегодня, к сожалению, мусульмане взяли для себя примерами для подражания торговцами наркотиков. Эти торговцы наркотиками, эти люди готовы пожертвовать жизнью своей матери, своих сестер, своих братьев, своих племянниц, чтобы занюхать очередную дозу. Эти люди, которые уничтожают сотни жизней. И всемогущий Аллах воздаст им. Без сомнения, всемогущий Аллах воздаст им по заслугам. И реальность этих торговцев такова, что они живут собачьей жизнью, поставляя свой товар своим же матерям, сестрам, братьям, дочерям и сыновьям, разным людям. И всемогущий Аллах, несомненно, воздаст им. И помни одну вещь. Когда эти торговцы наркотиками просыпаются
Спускаясь вниз, они находят своих матерей, своих сестер, своих братьев, своих племянниц в ломках или обнюханными. И в тот момент, видя все это, они понимают, что же они наделали. Только тогда они начинают размышлять, каков же будет их исход. От этих наркотиков, от этой травы, от кокаина в день воздаяния. Когда наркотики, опиум, кокаин, трава сплетутся воедино, будут завернуты как жгуты и будут обвиваться вокруг их шеи. Язык будет свидетельствовать против него. Между его кожей и мясом поползут змеи и скорпионы, которые будут жалить его. Для него они будут как одежда, и он будет брошен в самый низ ада. Его мозг начнет надуваться и кипеть, как вода в котле. Таким будет конец наркомана и наркотиков. Ну что ты теперь думаешь о таком исходе человека и тех, кто их слушает? Только всемогущий Аллах знает, что уготовано для этих людей. Так что же мы видим еще сегодня? Это то, что смута 21 века, когда мусульмане берут этих людей как образец для подражания. И многие мусульмане берут их примером для подражания. Мусульмане и мусульманки, сидя в своих домах, они смотрят его ролики на Ютубе и Фейсбуке и отслеживают их записи в Твиттере. Кто такие эти люди? О, мусульмане, я спрашиваю вас. Я спрашиваю вас, о мусульмане. Вы смотрите его видео в Ютубе и Фейсбуке и следите за его сообщениями в Твиттере. Не потому ли, что они выставляют на посмешище религию Аллаха? Не потому ли, что они издеваются над сунной? Не потому ли, что они насмехаются над сподвижниками посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует? Так почему мусульмане 21 века такие? Ведь вы смотрите его видео в Ютубе, пропадать целыми днями в Фейсбуке, в Твиттере, потому что они слушают музыку шайтана, потому что он надсмехается над женщиной в никабе или хиджабе, потому что он издевается над едой, которую Всевышний Аллах предоставил ему. Так почему мусульмане 21 века такие? Ведь вы смотрите его видео в Ютубе, пропадать целыми днями в Фейсбуке, в Твиттере. Неужели вам так интересно это читать? Это дневник нечестивца. Это человек, который выставляет на посмешище религию Аллаха. И можно встретить много людей, которые, несмотря на все это, говорят, что они следуют Корану и Сунне. Они говорят, что они следуют Корану и Сунне. Братья мои, я спрашиваю вас, где сказано в Коране и Сунне, что вы можете сидеть в окружении женщин? Скажите мне, где в Коране и Сунне есть, что вы можете крутиться в танце, слушая дьявольскую музыку? Скажите мне, где сказано в Коране и Сунне, что вы можете называть исламскими именами акции гомосексуалистов? Скажите мне, где есть в Коране и Сунне то, что ты можешь надсмехаться над словами Аллаха? Скажите мне, где сказано в Коране и где есть в Сунне, что ты можешь надсмехаться над бородой? Скажите мне, где есть в Коране и Сунне, что ты можешь издеваться над едой, которую Всевышний Аллах дал тебе? Бойся Аллаха, бойся Аллаха, бойся Аллаха, потому что возможно, да так в принципе и есть, что все это может привести к тому, что он говорит слово, которое Аллах ненавидит. И день суда Всемогущий Аллах даже не взглянет на его дела и бросит его в огонь ада. Что же мы видим еще? Мусульманок, которые одевают хиджаб, никаб, и тех мусульманок, которые надсмехались над сунной.
и женами пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и над тем, что они закрывали лица. И к чему это их привело? Ты можешь увидеть ее в клубе, в окружении мужчин, которые танцуют вокруг нее, и каждый трогает ее. Ты можешь увидеть ее, сидящей в рейндж-ровере и слушающей дьявольскую музыку. И она еще придумает оскорбительные прозвища девушкам в никабах. И это сунна? И это религия Аллаха? Разве это так? Это не религия Аллаха. И многие из таких мусульманок говорят, что они следуют Корану и Сунне. И я скажу одну вещь. Если тебе нечего сказать благого, тогда храни молчание и держи рот закрытым. Потому что так будет в точности, как сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Если нечего сказать благого, храните молчание или держите рты закрытыми. Если у вас нет стыдливости, я говорю в точности то, что сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Если у вас нет стыдливости, то делайте, что хотите, но помните, что вы вернетесь к Аллаху, и всемогущий Аллах в день суда схватит тебя. Что же мы видим сейчас, в 21 веке? Мусульман, которые думают, что следуют сунне Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, который был в действительности примером для подражания в исламе. И где мы их находим? В кабаках и клубах, а также в спортбарах, чайных кафе, кальянных. И мы просим, чтобы Аллах уничтожил эти заведения. Но мы сейчас говорим о мусульманах, которые ходят по таким заведениям, по клубам и кальянным. По кальянным. Многие мусульмане ходят по таким местам и думают, что это допустимо. Такие места, как Лунная лагуна, Red Sea Lounge, Exhale, Hook Hands, Мархаба, Касабланка. Многие мусульмане посещают такие места. Мусульмане, мужчины с бородами и без бороды. Мусульманки в хиджабах и мусульманки без него. Пакистанцы, арабы и не арабы, люди из Бангладеш и различных районов Пакистана и Индии, и все они посещают такие места и курят, танцуют, слушая дьявольскую музыку. И подобные места сейчас везде. И ты можешь даже увидеть людей, которые приходят туда со своими матерями, которые также посещают эти места. Они курят в присутствии своих дочерей, а пока они курят, их дочери танцуют с посторонними мужчинами. Они также бывают в ночных клубах, кальянных, на окраинах города. И эти же самые женщины приглашают на дни рождения своих дочерей 17-летних или 16-летних парней. Один из приглашенных парней как-то рассказывал, что к ним вышла девушка в просвечивающей одежде, а после чего они отправились гулять. Она вышла в таком виде, желая привлечь внимание. Почему? Да потому что она понимает, что скоро от ее красоты не останется и следа, что скоро ей будет противно смотреться в зеркало, так как в нем будет отражаться старая курица. Она понимает, что будет страшно, и ее пугает конкуренция со стороны молоденьких девушек, и что она не найдет профессионалов, которые бы исправили ее лицо. И что же эта несчастная женщина делает? Что эта несчастная женщина делает? Она говорит, что идет прогуляться, а потом напивается. А затем ею пользуются и унижают. Она позволяет себе выйти
без нижнего белья в просвечивающей одежде и отправиться в кальянную. И когда ей делают замечания на улице, говоря: «Что подумает твоя мать? Что твой отец подумает?» Если они увидят тебя в таком состоянии, вы знаете, что эта женщина отвечает им? «Да пошла моя мать и да пошел мой отец». Вот состояние многих мусульман, не только здесь, в Англии, но и по всему миру. Но заруби себя на носу, что в следующий раз, когда ты захочешь подымить, либо когда ты будешь крутиться возле своих дружков или подружек, либо будешь в клубе танцевать, сотрясая танцевальную площадку, либо в кальянной, будешь сидеть и слушать музыку, либо когда ты будешь в гостинице заниматься своими мерзостями, либо в каком-нибудь баре будешь распивать водку, может случиться так, что всемогущий Аллах скажет ангелу смерти: «Принесите душу моего врага ко мне». И ангел снизойдет с 12 глазами, с черным лицом, и пламя будет вырываться из его рта и носа, с остальными вилами, раскаленными до красна. А ангелы за его спиной будут с кнутами из огня, и они вырвут его душу и доставят ее Аллаху. И запомни, что тогда уже будет поздно каяться. Поздно каяться. Многие мусульмане пишут нам и говорят: «Почему вы читаете свои проповеди так эмоционально и с такой злобой? А что вы мне прикажете делать? Чтобы я спел вам «Гори, гори, моя звезда»? Когда я знаю, что вместе с окончанием поста, когда наступит праздник, сотни мусульман и мусульманок пойдут делать зина в гостинице. Почему же я не должен злиться, когда я знаю, что имя Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, ругают, пишут ругательства на стенах или выкидывают плакаты с его именем в мусорные ведра? Почему я не должен сердиться, когда я знаю, что после окончания поста на окраинах Манчестера ребята будут стоять перед своими машинами, разливая водку всем, кто вместе с ними, поднимая тост, будут говорить «Аллаху Акбар». Почему я не должен сердиться, когда я знаю, что сегодня мусульманка, отказываясь от ислама, приводит своих дочерей в храм и крестит их? Почему я не должен сердиться, когда я знаю, что мужчины от 37 до 40 лет могут изнасиловать месячного ребенка? Почему я не должен сердиться? Почему я не должен сердиться, когда я знаю, что такое происходит каждый день? Почему я не должен сердиться, когда я знаю, что многие мусульмане предпочитают следовать за кем угодно, кроме Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует? Почему мусульмане сегодня в 21 веке следуют сунне Тупака, следуют сунне Джей-Зи, следуют сунне Баста Раймс, следуют сунне 50 центов, следуют сунне Ривалдо, Роналдо, Рональдиньо, следуют сунне бойцов UFC или некоторых боксеров, а не сунне посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует? Почему мусульмане в 21 веке следуют сунне таких женщин, как Леди Гага, Бейонсе, а не сунне посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует? Ведь это лучший пример, который когда-либо был на земле. Почему? Потому что он посланник. Он милость для миров. Всемогущий Аллах благословил его. Он возлюбленный Аллаха. Он его избранный посланник. Он учитель Корана. Тот, кто подчинился ему, подчинился Аллаху. Он учитель Корана. Он последний из пророков. О его пророчестве упоминали все пророки и посланники. О его пророчестве рассказывал пророк Ибрахим, мир ему. О его пророчестве говорил Иса, мир ему. Его пророчество состоит в том, что поклонение достоин только Аллах. Он правдивый, Он честный, Он благородный, Он великодушный, Он мужественный.
Он, да благословит его Аллах и приветствует, мужественный. Он, да благословит его Аллах и приветствует, учитель Корана. И я буду продолжать это, братья. Почему? Потому что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, радостный вестник и предостерегающий увещеватель. Он, да благословит его Аллах и приветствует, призывающий к исламу. Его пророчество состоит в том, чтобы вывести людей из мрака невежества к свету ислама. Его пророчество состоит в том, чтобы очистить людей от многобожия и направить их на путь Аллаха. Это то пророчество, которое направляло поклонение всех, кто последовал за ним, к одному Аллаху. Его пророчество в том, чтобы сподвижники, мухаджиры и ансары следовали ему и тому, с чем он пришел. В том, чтобы подчиниться ему и брать с него пример. И они подражали ему во всем. Почему? Потому что он был живым чудом. Он был уникальным человеком. Его имя Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. О, братья, именно он является примером, которому все мы должны следовать. И это образец для подражания, на который должны равняться мусульмане 21 века. Почему? Потому что в книгах по истории описывается случай, что когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, родился, невидимый голос сказал: «Передайте этого ребенка Востоку и передайте этого ребенка Западу. И пусть весь мир узнает о его качествах, как пророка. И пусть весь мир узнает об имени моего возлюбленного. И дайте ему нрав Адама, мир ему. Сделайте его сознание, как у Шуайба, мир ему. Дайте ему храбрость Нуха, мир ему. Доброжелательность Ибрахима, мир ему. Жертвенность Исмаиля, мир ему. Проницательность Салиха, мир ему. Довольство Исхака, мир ему. Благую весть Якуба, мир ему. Силу Мусы, мир ему. Джихад Юши, мир ему. Любовь Даниила, мир ему. Благопочитание Ильяса, мир ему. Послушание Юнуса, мир ему. Терпение Аюба, мир ему. Голос Дауда, мир ему. Воздержанность Яхьи, мир ему. И благочестие Исы, мир ему. И это пророк, вобравший в себя все лучшее от 124 тысяч пророков. Это посланник, да благословит его Аллах и приветствует, которому весь мир должен следовать. И это тот посланник, да благословит его Аллах и приветствует, которого мусульмане 21 века должны брать примером для подражания. Почему? Потому что он, да благословит его Аллах и приветствует, участвовал в битве при Бадре. Он командовал в битве при Ухуде. Он, да благословит его Аллах и приветствует, командовал в битве Аль-Ахзаб. Он, да благословит его Аллах и приветствует, командовал в битве при Му'ти. Он, да благословит его Аллах и приветствует, участвовал в битве при Табук. Вспомните битву при Бадре. Мусульман было 313, тогда как неверующих было 1000. Армией командовал Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Они одержали победу, а неверующие были разбиты. Вернемся в битву при Ухуде. Мусульман всего 700, тогда как кафиров 3000. И снова командовал армией Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Они одержали победу, а неверующие были разбиты. Вернемся в битву Аль-Ахзаб. Мусульман 2000, кафиров 24 тысячи. И снова командовал армией Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Они одержали победу, а язычники были разбиты. Вернемся в битву при Му'ти. Мусульман 30 тысяч, тогда как неверующих 100 тысяч. И снова командовал армией Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Они снова одержали победу, а кафиры были разбиты. Вернемся в битву при Табуке. Мусульман 30 тысяч, тогда как неверующих несколько сотен тысяч. И снова командовал армией Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Еще до начала битвы неверующие были рассеяны и предпочли спастись бегством. Это посланник, да благословит его Аллах и приветствует, за которым весь мир должен следовать. Это посланник, да благословит его Аллах и приветствует, с которого все мусульмане в 21 веке должны брать пример. Почему? Потому что приводится в хадис, в сборнике имама Ан-Насаи, рассказ о происхождении, о том, что Адам, мир ему, пророчил, Шуайб, мир ему, пророчил, Нух, мир ему, пророчил, Ибрахим, мир ему, пророчил, Исмаиль, мир ему, пророчил, Исхак, мир ему, пророчил, Якуб, мир ему, пророчил, Муса, мир ему, пророчил, Юша, мир ему, пророчил, Ильяс, мир ему, пророчил, Юнус, мир ему, пророчил, Аюб, мир ему, пророчил, Даниил, мир ему, пророчил, Яхья, мир ему, пророчил, Иса, мир ему, пророчил. Возвещающий азан каждый день приветствует его. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах приветствует, был честным. Он являлся имамом всех пророков. Имамом всех пророков! О, мои братья, это посланник, да благословит его Аллах приветствует, которому весь мир должен следовать. Это посланник, да благословит его Аллах приветствует, с которого все мусульмане должны брать пример. Почему?
Потому что в сборнике имама Бухари приводится о жизнеописании посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, о том, что когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был послан, язычники Мекки хотели увидеть чудеса. Они хотели быть свидетелем чуда. Так они собрались в одном месте, в ожидании того, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, покажет им чудо. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, повернулся в сторону Луны. Подняв указательные пальцы своих рук, он расколол Луну на две части. Он, да благословит его Аллах и приветствует, поместил одну сторону Луны с одной стороны горы, другую с другой. Вот, братья, это посланник. Он, да благословит его Аллах и приветствует, тот, с кого все мусульмане должны брать пример. Почему? Потому что также есть хадисы в сборнике имама Бухари о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, остановился в одном месте. И сподвижники Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, пришли к нему и сказали: «У нас нет воды, а уже время молитвы». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Дайте мне вашу чашу». Затем ему принесли чашу. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поднес руки к этой чаше, и с его пальцев начала литься вода. И 300 сподвижников смогли взять этой водой омовение. Аллаху Акбар. Вот, это посланник, да благословит его Аллах и приветствует, которому весь мир должен следовать. Это посланник, да благословит его Аллах и приветствует, с которого все мусульмане должны брать пример. Почему? Вспомните день воздаяния, когда люди будут тонуть в своем поту, и каждый будет в собственном поту, в соответствии со своими делами. Некоторые будут в поту по лодыжке, у некоторых пот будет доходить до колен, некоторые будут в поту по пояс, некоторые будут тонуть в собственном поту. Солнце будет стоять над их головами. Они будут тонуть и кричать: